Ну что, Валерий Батькович, у меня в планах на второе озеро проверить карасей. То бишь я эту морду хочу оттащить. Тут метров... 300, наверное, всяко будет. Я по карте посмотрел, там 426 метров. Напрямик. Ну, чуть больше по тропе. Побольше озеро, может быть, это. Это больше. Но все равно проверим. Если там рыба, и как попадается? Должна рыба быть. Должна? Так, но я прогульнусь по дорожке в сторону другого озера. Далеко не пойду, а так. Ну, я сейчас герметичность восстановлю и, надеюсь, чуть подсохнет и тоже пойду. 4 часа прошло, как мы завтракали, и я, наверное, пообедаю. Ну, карась, говорят, живучий, надеюсь, в хорошем состоянии дойдет до морозильника. А может, половина уже и зажарится сегодня. Красота! Так, ну что, сохни. Тащить сырую дуру такую. Ну, чтоб подсохло, пообедаем. Ну, человек и так много на природе говна оставляет. Да еще хреново относится. Поэтому отрезанные концы хомутиков отвезу домой и пускай в мусорный полигон уйдут. По крайней мере, если с другим мусором уничтожить. Сожгется. Раз пока ничего не придумали. Услышал приземистый гул, сначала думал, гроза приближается. Но это какие-то серьезные самолеты просто пролетели. Интересно, на фотоловушку что-то попало или нет? Но если учитывая, что это караси плескались, большие и маленькие, то большая вероятность, что ничего не попало. Ну, ладно. Я надеялся, что какие-нибудь утки проплывут. Что медведь проплывет здесь. Есть вероятность? Есть. 0,0000000000001 миллиардная процента. Караси лучше. Интересно, в такую большую дырку в чоботе и рыба не может сообразить, что можно спокойно обратно выплыть. Они вдоль стенок ходят, а стенки их туда дальше отправляют. Так, это ладно. Самое главное, склероз, блин. Хлеб забыл взять, новую порцию. Поэтому, извиняюсь. О, еще хлебом пахнет. Вторую порцию оставляем. Сейчас мы сходим на другое озеро. Посмотреть надо, там рыба есть или нету. Караси. А вот если проволоку взял, надо будет ее поставить на место, чтобы легче вынимать, засовывать. Эту гымгу можно было. Так, ну что, угадал я с размерами? Ну, давай. Эх. Ну, сначала есть. Ну, таким же макаром. Так, ну что, понеслись по кочкам? Ну, как-то так. Вроде рыбы немного, а весу в рюкзаке прибавилось. Так, ну ладно. Как мы с тобой выберемся-то? Легкая она, не тяжелая. Ну, не хватало еще тут застрять. Ну, чуть больше 400 метров до следующего ГЭПа. Надо же, раз ты Валерию Батьковичу забыл отдать. Где он там ходит? Трава сохнет на солнце и таким паром травяным пахнет. Нифига ушел. В таких случаях какие песни поют? В лесу родилась елочка, чтоб полегче дойти было с грузом. Так, а это что? Дядя Валер. Сейчас жаркая погода, без дождей идет. Надо подождать дождей. Потом капнет и грибы полезут вообще ордой. А еще подходящая песня. О, опять гриб. Нам не страшно, серый волк, серый волк, серый волк. Так, это что? Под грудь вышел.
Ух ты, грибов. Да фига грибов-то. Только на жаре-то они все такие всякие кожаные. Воды не хватает. Так. Ну, надеюсь, дяди Валерий не потеряемся. Я смотрю по дороге навалом грибов, так они все какие-то такие всякие. Да, гнилые, засохшие уже старые. Да. И белые, главное, тоже встречаются. Ага. Я тут в лес заходил, походил, там белые грибы иногда были, но сейчас ничего не видел. Ага. Только вдоль дороги что видел грибы. Ну, я на тот гоп. А губ еще отсюда далеко. Нет, не очень. Я вот ту спуск Это направо, а озеро налево. налево. Да, вот здесь этот самый лужок, и за лужком маленький лес, там метров 15. Ну, в общем, по этой густой траве мне невыгодно ходить, да. Кружок сделал, да, обратно пошел. Ага. Ну. Покушать садился тут. Только поел и пошел. Ну я тоже закусил. Ну, короче, мне морду все равно закинуть. Мгм. Надо же посмотреть, рыба тут сохранилась, есть, тут нету. Этот гэп, помнится, тут маленький, потом в середине сужение и та сторона. Где карасей определить надо. Квадрокоптером сейчас облечу, посмотрю. Карасей где-нибудь там припрятал. Нет, ты чё, тут всяко бегают. Вон, с собой таскают. Заметно тяжелее стало. Вроде не особо много, а прилично тяжелее стало. Но я помню, что вот так вот спуск. Туда вон на большой луг выходить. А здесь вот чуть поворот и где-то куда-то идет там. По муке дальше дорога по лугам. Вот за эту большую березу дорого поворачивает, и вон там конец озера, и туда идет. Там конец озера? Да, вон там. А я думаю, тут высохло, думал, здесь где-то конец озера был. Там. Ничего не узнаю. Какой-то там у советского геолога проводник Улукиткан был. Его лет 70 назад водили в детсадовском возрасте. И он его по этим путям ведет без всякого. А я тут лет 20 не был, все заросло и все. Я, наверное, все хорошо определю, если друг Мишка выскочит и на меня пойдет. Вот тогда я как рвану, И рванешь точно. все дороги буду знать. Или новую просеку делаю. Ну как наш улов-то считать, в принципе, нормальный? Что там за пару дней-то? Вопрос встает, а булькал-то кто? Может, лягушки? Раз сегодня квакали так. Так, лягушки. Я лягушки вообще-то сразу подумал, это когда мы там были-то. А все дело в том, что там же, когда волну пустит, так это буль-буль, так это самое. И такая волна расходится. Я же недаром я говорю, щука что ли спрашивал. Если щука есть, она сволочь не захотела. Достаточно долго спутников ловить потом. А без спутника он особо и не летает. Сейчас подождем. Так, ну что, смотрим другой гэп. Съемка. Так, а где озеро-то? Ну, гэп. Ага, спряталась. Дрон достиг максимальной высоты. 120 метров. Вот блин. Ну ладно. Хотел только тебе совет дать, 600 не подавай. Улетит. Ну, не знаю, улететь не улетит, а что там за полкилометра высматривать. Ну, сейчас я наеду и посмотрю. Мой гэп. Ага. Это ты в сторону ГП пошел, да? Да. В лесу он побольше, а в этом поменьше. Направо. О, следы. Это квадроциклом ездил. О, в середине озера маленькое, узкое. А направо маленькое. Так что я вон туда в лес пойду. Так, там где побольше. Ну, где больше воды, там и карасей должно быть больше. Наверное. Я поехал... Он нас проскочил. Да-да, я старый гэп пошел смотреть.
какой-то гэп проскочил, а тот ли вообще? Там какое-то озеро мелькнуло. Глаз отвел разок и больше не найду. Я поехал, А вон увидел. да, где-то над нами близко. Возврат домой. Ой, леса у нас кругом. Значит, вон туда в лес надо будет зайти. Там место, где мы находимся, буква Н выскакивает. И он к этой букве Н летит. Посадочная площадка не обнаружена. Ну, выключим. Я тоже не вижу. А вон увидел. Над нами. Да. Садимся в ручном режиме. Ну что, каким способом? В прошлый раз я переворачивал, а сейчас я до упора газ сбросил. Ну ладно. Посмотрели, пойдем осваивать новое озеро.